До сих пор посттерминалами были оснащены лишь супермаркеты и магазины, торгующие промтоварами. На знаменитых продуктовых базарах купить что-либо возможно лишь за наличные деньги, что вызывает у простых людей массу неудобств. Уже более 10 лет большинство жителей Узбекистана получают часть зарплат, а иногда и всю зарплату целиком на пластиковую карту. Пенсии также частично платятся безналом. Получить наличность в банкоматах и даже в самих банках почти нереально. Живых денег в государстве просто нет. Хорошо, конечно, если такие банкоматы появятся, но желательно, чтобы там была наличность. Потому что, вот, например, у меня подруга работает в банке и получает всю зарплату на карточку. И она не может обналичить эти деньги. А если будут такие банкоматы с денежной массой, то это будет прекрасно. Чтобы иметь в кармане хотя бы немного денег, народ готов свои средства обналичивать за 10, 15 и даже 20% сверх имеющиеся на карте суммы. В социальной сети Facebook существует уже несколько групп по обналичиванию карт. К примеру, обнал с карты в Ташкенте. На физической карте 10 миллионов. Кто может обналичить по минимальным процентам? Есть корпоративная карта 16%. Есть нал. Нужны карты 4-5 штук. Общая сумма 25 миллионов. Сниму по 20%. Обещание Центробанка решить проблему нехватки наличности вызвало среди жителей республики и, главным образом, в соцсетях активную дискуссию. Большинство считает, что появление банкоматов для снятия наличных суммов ни к чему путному не приведет. Денег в них все равно не появится. Многие ташкентцы недоумевают, каким образом наличные узбекские суммы в достаточном количестве поместятся в относительно небольшой по размерам банкомат. Самая крупная по номиналу денежная купюра в государстве – 5000 сумов, а это по курсу черного рынка всего лишь 75-80 центов США. 100% наличности в банкоматах не будет. А если будет, то будет какой-то дневной лимит ограниченный. Либо будет как раньше. Валютчицы в банкоматах загребали всю наличность, а простым людям останется без ничего. Вот такие варианты. За комментариями по поводу будущего банкоматов мы обратились к заместителю начальника департамента денежного обращения Центробанка Узбекистана Фахриддину Бабоеву. Будет ли в банкоматах наличность? Пока я с уверенностью ответить на этот вопрос не возьмусь. Мы ведь даже не знаем, что произойдет с нами через 5 минут. Давайте будем решать вопросы по мере возникновения проблемы. Сейчас говорить об этом рано, но я думаю, что если банкоматы будут стоять, то и денежная наличность в них будет. К сведению, один банкомат способен вместить в себя 25 миллионов суммов. Всего в нем 5 ячеек и в каждой по 5 миллионов. Простые жители Ташкента не столь оптимистичны. Тут уже очень сложно прогнозировать, конечно. Кажется, на основании опыта предыдущего и многолетнего, что это будет очередная недоделка, и что там может просто не будет денег. Они будут стоять для галочки, потому что кто-то просто отчитается, деньги потратит. Но с другой стороны, что-то все равно делать надо, и власть это понимает. Повсеместная установка терминалов для безналичных платежей началась в 2004 году со специального постановления правительства. Но несмотря на принудительные меры, появившиеся терминалы на многочисленных базарах вскоре благополучно исчезли. В результате большая часть населения страны вынуждена отовариваться лишь в супермаркетах, где цены значительно выше, чем на базарах. И это уже не говоря об отсутствии национального колорита узбекского базара, без которого граждане Узбекистана свою жизнь просто не представляют. Сид Янышев, Сергей Хиршфельд. Настоящее время. Азия.